конце ноября в Пермском крае состоялся очередной форум национального единства. Якутия в очередной раз приняла в нем участие и при этом заняла вновь призовые места. Об этом мы поговорим с нашими гостями в студии, первым заместителем генерального директора Дома дружбы народов имени Кулаковского Розалией Финколовой. Доброе утро. Доброе утро. И участником этих событий форума национального единства от Союза армян Якутии Арменом Казаряном. Доброе утро, Армен. Доброе утро. Для начала, что дала участие в этой программе форума Якутии? Ну, сразу я хочу немножечко рассказать, да, в этом году в 5-й раз, юбилейный раз прошел Всероссийский форум национального единства в городе Перми. Республика Саха-Якутия всегда принимает участие вот в этом форуме. В этом году у нас было 9 человек. В составе нашей делегации были члены, представители Алюкминского отделения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия и вот молодежный состав Союза армян города Якутска. Они принимали участие в конкурсе «Лидеры национально-культурных объединений». Ну, как вы помните, да, вы тоже бывали на этом форуме. Программа очень насыщенная, очень большая. Есть деловая часть, есть и культурологическая часть, да. Кроме вот конкурса лидеров НКО, там есть и фестиваль «Живая нить», там есть и выставка. Ну, вот так вот. Ну, в этот раз форум проходил чуть дальше, чем в Перми. Он проходил на курорте Усть-Качка. Мы посмотрели. Это тоже вот большой курорт, который был в советское время. И, конечно, вот, ну, немного, конечно, помешало нашим планам, потому что мы хотели участвовать не только в конкурсе лидеров НКО, но и в фестивале НКО, который проходил в городе Перми. Ну, мне пришлось участвовать в деловой части научно-практической конференции, ну, как слушатели, как семинары. Мы слушали разработчиков стратегии государственной национальной политики. Вы знаете, да, что вот он сейчас вот подписан с изменениями, какие будут изменения. Но все равно цели остаются одни и те же. Это российское единство народов и этнокультурное многообразие, поддержка вот этих вот программ. Армен, ну ты принимал участие как лидер некоммерческой организации. Сложный ли был конкурс? Что ты представлял от Якутии? Ну, легко никогда не бывает, начнем с этого. А так конкурс был очень крупный, очень масштабный. И исходя из своего размера, то, что приехали НКО со всей России, поэтому бесценный опыт. Люди с уже поставленными проблемами и уже с некими решениями пришли на это мероприятие и просто подарили нам часть своего опыта и отняли у нас опыт. И в принципе этот обмен для нас бесценен, потому что мы знаем, в нашей работе есть много недочетов, много трудностей, но именно вот с участием в таких форумах, с обменом опыта все приходит к лучшему, к совершенству. Но у нас есть там и достижения. Я знаю, что мы взяли там призовые места. Кто их занял? Да. Второе место заняла у нас Максимова Ольга Геннадьевна. Она, вот, как я уже говорила, представитель Алюкминского отделения Ассамблеи народов. У нее был проект о русских народных песнях, колыбельных песнях. И как раз вот очень много сейчас вот программ вот вместе с ней вот существует. И третье место заняла тоже также с Алюкминска Трофимова Саргалана Дмитриевна. У нее был проект о сохранении Алюкминского осохая. Ну, то есть вот такие. А нашим молодым, на то и они и молодые, наверное, да, что переняв опыт уже в следующий раз, вот когда они поедут, потому что действительно в этот раз было очень много участников, это все 24 участника, это очень много, 40 с лишним участников было на заочном туре, вот и на очном туре вот где-то осталось 24 участника. Ну, как всегда, программа была насыщенная, ну, Армен, наверное, расскажет, вот они и на телевидении снимались, да, там и на вопросы отвечали. Не удивлялись, почему Якутия и армяне? Нет, потому что они знают то, что Якутия хоть и холодная, но нас греет эта дружба между народами.
и то, что представители русской общины, якутской общины и армяне. И это действительно такая картина была, которой мы гордились. Но вот, тем не менее, да, вот участие в данном конкурсе, в данном форуме, что оно непосредственно вам дало? Для меня и для нашей общины это опыт для того, чтобы участвовать в конкурсах такого уровня. То есть для нас это был первый конкурс, но мы в дальнейшем думаем принимать участие каждый год, потому что наша община это поддерживает, и мы знаем то, что этот опыт может привести к совершенству нашу общину и нашу работу в нашей республике Саха. Дом дружбы народов проводит плановую всегда политику в области реализации государственной национальной политики в республике. Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время? И, допустим, как можно присоединиться общинам к вашему плану мероприятий? Да, у нас очень обширно. Ну, заканчивается год 2018. Вот недавно у нас только был международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень». Вчера у нас проходил межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры «Лети, звон бубенцов». Приехали к нам гости из Иркутской области, с Усть-Кута, с Киренска. Были коллективы, были историки, принимали участие на круглом столе. На следующие выходные у нас будет межнациональный фестиваль «Калейдоскоп культур». Вот принимаем сейчас заявки. Ну и к Новому году готовимся тоже. Приходите на детские, новогодние мероприятия. Как к нам присоединиться? Конечно, вы можете непосредственно подойти к нам в Дом дружбы народов. Со всеми национально-культурными объединениями работает у нас как и ресурсно-образовательный центр, да, помогут они и создать эту общественную организацию, да, там помогут написать устав, пройти регистрацию. Есть и у нас Центр национальных культур, которые помогут именно в работе, да, там в создании и разработке различных проектов и совместной деятельности. Поэтому, пожалуйста, подходите, если есть у кого желание, да, создать. А так у нас в нашем Доме дружбы народов более 40 национально-культурных объединений работают. Активно работающих у нас более 30. Мы как бы создаем условия для работы национально-культурных объединений и также проводим различные межнациональные проекты. Ну, само название говорит за себя. Дружба народов царит в этом доме. Хочется пожелать вам удачи в этой работе. Спасибо за то, что в это раннее утро подошли к нам в программу. И хочется, чтобы данный форум национального единства помог в реализации политики у нас в Якутии. Всего доброго.